Ислам закончил садик, и было время думать о том, в какую он пойдет в школу. Но быть, если откровенной, то мне не нравятся наши спецшколы. Частные школы, в принципе, тоже не имеют опыта обучения в инклюзивных условиях. Нам пришлось открыть свою школу. Подготовительный класс в прошлом году. Мы набрали просто ребят, наших же выпускников, которым вот некуда было деваться. Набрали один класс, который обучался прямо на базе нашего детского сада. Я колючий ежик, никого я не боюсь, ведь меня поймать не могут, я и толком не колюсь. Понимаю, что немножко он у нас находится в условиях таких, немного тепличных, в плане том, что мы постоянно рядом, и эти условия создаются для него нами. Вот. Но, в принципе, мы с папой как бы создаем и отходим на задний план. И у ребенка для его диагноза очень хорошее сейчас развитие. И есть какие-то моменты, которые хотелось бы дополнить, там, например, отвести его, устроить его на какой-то спорт. Но тут особенности его характера, в том числе мы пробовали ходить в танцевальную студию к Жанну Воинову. И так как ребенок очень эмпатично относится к людям, он считывает человека, видимо, отношение человека и вообще, наверное, характер. Допустим, когда с детьми в танцевальной студии занимался сам Жан, Ислам ходил и слушался. Но когда Жан уезжает и занимается второй тренер, все, Ислам там внимание всей группы тянет на себя, ложится на пол, мальчишки его оттаскивают, ему это нравится, это такая игра.